Прокуратура Козловского района выявила нарушение в местном пункте приема металлолома. Прокуратурой Козловского района проверено исполнение законодательства при обращении с ломом и отходами цветного металла в пункте приема, расположенного в городе Козловка. В ходе проверки в деятельности организации, осуществляющую деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных металлов, установлены отдельные нарушения установленных правил. В частности, прием лома и отходов цветных металлов осуществлялся неправомочным лицом и в отсутствии письменных заявлений физических лиц, сдающих лом, что может служить поводом для совершения правонарушений или преступлений, связанных с оборотом цветных металлов. В отношении организации, допустившей нарушение законодательства при обращении с ломом и отходами цветного металла, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. В Чебоксарах благодаря вмешательству прокуратуры жильцам 26 многоквартирных жилых домов произведен перерасчет коммунальных платежей. Прокуратура Ленинского района города Чебоксары Чувашской Республики провела проверку исполнения требований законодательства при предоставлении коммунальных услуг жителям муниципальных квартир. Установлено, что управляющая компания «Общество с ограниченной ответственностью «Инженер-сервис» в течение нескольких лет начисляла нанимателям муниципальных квартир плату за жилищно-коммунальные услуги с применением повышающего коэффициента ввиду отсутствия в квартирах индивидуальных приборов учета. При этом, в соответствии с жилищным законодательством, увеличенный размер платежей за водоснабжение и электроэнергию не может взыскиваться с нанимателей квартир, а должен оплачиваться за счет средств собственника муниципального жилого помещения администрации города Чебоксары. Прокуратура района внесла представление в адрес руководителя управляющей компании, по результатам рассмотрения которого жильцам 26 жилых домов произведен перерасчет платы за потребление коммунальные ресурсы на общую сумму более 70-100 тысяч рублей. Двое граждан иностранного государства обвиняются в сбыте наркотиков на территории Чувашии. Прокуратурой Чувашской Республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 лиц. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении нескольких преступлений, предусмотренных пунктом А, Г, части 4 статьи 228.1, части 3 статьи 30, пункта А, Г, части 4 статьи 228.1, сбыт наркотических веществ в крупном размере в составе организованной группы и покушение на сбыт. По версии следствия, гражданин Республики Египет, являющийся студентом одного из высших учебных заведений на территории Чувашской Республики, создал в 2020 году в сети интернет-магазин, специализирующийся на незаконной продаже наркотических средств на территории Чувашии и других регионов страны. В дальнейшем в целях организации сбыта наркотиков организатор вовлек в преступную группу своего соотечественника и местную жительницу, которые по его указанию занимались сбытом наркотических средств через тайники-закладки, оборудованные в городе Чебоксары. Благодаря вмешательству правоохранительных органов деятельность преступной группы была пресечена. Предотвращена попытка дальнейшего сбыта свыше 300 грамм наркотических средств, обнаруженных сотрудниками полиции в ходе обыска в квартире, где проживали обвиняемые. Прокуратура Чувашии, изучив материалы уголовного дела, приняла решение о направлении его для рассмотрения по существу в Московский районный суд города Чебоксары. В Маргаушском районе прокуратура выявила факты серой занятости при организации ремонта детского лагеря. Прокуратурой Маргаушского района совместно с представителями управления образования администрации города Чебоксары и администрации Маргаушского района проведена проверка деятельности ООО «Ремстрой» на предмет соблюдения трудового законодательства. Установлено, что организацией выполняются работы по капитальному ремонту здания столовой в детском лагере «Березка». В ходе проверки выявлены 2 работника, допущенные к трудовой деятельности в организации с начала августа 2021 года без оформления трудовых договоров, что является нарушением требований Трудового кодекса. По данным фактам прокуратуры района в адрес ООО «Ремстрой» внесено представление. В отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ. После вмешательства прокуратуры указанные работники были официально трудоустроены.